Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева и в начале главные темы выпуска. Мастера пера. Мы ориентируемся на все сферы жизнедеятельности Чеченской Республики. 13 января в стране ежегодно отмечается День российской печати. Подробнее о работе региональных СМИ в этом выпуске. Тепло в дома. Селение Дэй Шатойского района открыли газопровод протяженностью 11 километров. Народный любимец. Фильм действительно очень добрый, атмосферный и передает всю атмосферу вообще позитива, доброты и семейных ценностей. Комедия «Чебурашка» уже стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката. Подробнее в нашем эфире. На территории ДНР развернули госпиталь полка специального назначения «Север-Ахмат» для оказания помощи больным. Здесь могут получить лечение пациенты с простудными заболеваниями легкого и среднего уровня тяжести. Также в госпитале оказывают первую помощь раненым, а далее отправляют их на эвакуацию в Ростов-на-Дону. Медучреждение рассчитано на 60 мест, на данный момент занято 12. Помощь больным оказывают 6 врачей из Чеченской Республики. Стоит отметить, что наши медики находятся на территории проведения спецоперации с самого начала, а руководство региона обеспечивает больницы всем необходимым, включая медикаменты и оборудование. Еще в самом начале специальной военной операции мы собирали списки по всем медицинским организациям нашей республики, собирали списки добровольцев, врачей, средний персонал, желающие выехать на территорию специальной военной операции. И еще в самом начале я себя подал в список, сказав, что первый выеду я, оценю ситуацию, обстановку, а дальше уже буду направлять своих специалистов. 13 января в стране ежегодно отмечается День российской печати. Сжечь сердца глаголом – профессиональная задача тех, кто трудится в печатных СМИ. В регионе 4 газеты и столько же литературно-художественных журналов, 14 муниципальных масс-медиа, а также различные ведомственные издания. О работе мастеров пера расскажет Рамзан Абоев. Ты ответственна за то, чтобы все качественные вовремя сдавали материалы. Рабочий день каждого человека начинается по-разному. У кого-то с кофе, у кого-то с новостей. Утро в газете «Вести Республики» традиционно ознаменовано летучкой, на которой заместитель главного редактора подводит итоги прошлого дня и ставит задачи нового. У нас многогранный контент. Мы ориентируемся на все сферы жизнедеятельности Чеченской Республики, начиная от общественно-политической ситуации, заканчивая развитием культуры, спорта. СМИ за последнее время показали внушительные технические и творческие достижения в своей работе. Печатники за 2022 год опубликовали огромное количество новостной и аналитической продукции, опровержений и официальных разъяснений, касающихся самых разных тем. Одним из ведущих изданий региона является общественно-политическая газета «Вести Республики», которая выходит 2 раза в неделю. В ее активе огромный опыт работы профессионального коллектива и, как следствие, победы в многочисленных конкурсах. Несмотря на свою недолгую историю, газета заняла особую твердую нишу среди средств массовой информации не только на юге России, но и во всем пространстве печатных изданий нашей страны. Газета за последние 10 лет 3 раза становилась лучшей газетой СКФО. Также хотел бы отметить, что в прошлом году наша газета вошла в 10 лучших изданий России по итогам конкурса, который проводил Союз журналистов России. Фотоиллюстрации стали неотъемлемой частью графического облика любой современной газеты. Они несут дополнительную информацию, передают настроение и атмосферу событий, описанных в статье, и привлекают внимание. Фотография может улучшить общее оформление. То, как издание помещает фото, особенно на первой полосе, является ее самым отчетливым показателем. Магомед Джамалдинов работает видеооператором и режиссером монтажа. Делится, выполняя работу, он чувствует себя художником, лишь с немного другими инструментами для творчества. Важность тексты тексты
цуртида заголовком хозяйчи текст еще тогда. Печатные СМИ под влиянием новых тенденций дополняют форматы, подстраиваются под запросы современности и становятся мультимедийными, выпуская также и электронные версии. Однако главным инструментом в их руках остается слово. Креатив и новшества в них вносит и молодое поколение. Алет Нунаева 4 года работает в газете «Вести Республики», являясь молодым и перспективным журналистом. Последняя статья, которую я написала, на которую я вдохновилась, это про коневодство. Я часто стала видеть на улицах Грозного, как вот свадебные кортежи, сопровождение лошадей. То, что у нас активно развивается коневодство, вот эта тема меня вдохновила. Я написала статью, и когда я начала искать информацию, я настолько интересные новости нашла именно про коневодство, то, что лошади помогали на войне своим хозяинам, то, что они являются такими преданными друзьями для людей. Ну вот когда мы пишем, мы узнаем еще больше для себя. И читатели наши, конечно, тоже узнают это от нас. В этом и есть плюс наших материалов. Одной из самых первых периодических печатных изданий в республике является общественно-политическая газета «Даймохк». Она берет свое начало в 1923 году. Газета не подвластна времени, невзгодам. Найдется мало изданий с такой глубокой и богатой историей. Несмотря ни на что, неизменной всегда оставалась ее верность чеченскому языку и народу. Ночи ком был куалам больше, а ты газет, до этого уводочная газета на увохолш газет. Ночи кам мах дашь, а такой бешер шоуздой диалогшара. Зачем сетслет на изюхтулте от цыга. Кстати, ардал волдела юго, кам цадерш юго ардал волдела юго хатиан юг адаван бешер. Яртгай иттолшершка даймаркал. Юхтахитсаллатин газета ой кома юqralli политический газет хилрал соунаха куша нохчи матта хилр дитсодяша политик йоц гкварт ал шуой ком матта мет истории ой гилкша куанчер бол бакири қимш келта қимш қач қият шайта кварт шайта соу قيتم إلى السن حيجم بقبل قوان نشمي الله تأوز وصار وقشتل قيتشار مرسلين قويتش табаш بالبقوة. Газету в онлайн-формате читают во многих странах мира. Сегодня здесь работает более 40 человек. Зайнаб Эльдерханова признается, что писать на чеченском одно удовольствие, ибо в родном языке заключается душа народа. قبال اس دنيا شو عبير بويا سونس عادك دينا دات نساعد راس شكول عيوش دوين دا وغازي تحسو يلش صنخيت سون قزح دحوش بالبالخ ديشرت مقشل عالشرنا تحقيق ازدين قال اشت اتسيمنش نيازيو يبالخ بس خارجرة بيلقل يأدي خارجرة ومحكح يازدر خوي ايلمانش ايلمناخ وخلق يحيش بالنخ إيش بوزر بيركة تقولت إيش بوزر صار ليلي نك سير قالر اليوزي أو سمو خل. Некогда разветвленная сеть розничной торговли печатной продукции в советское время включала специализированные магазины, киоски, автоматы по продаже газет и журналов. В современном же мире предпочтение читателей немного изменилось. В век информатизации легче все узнать с помощью гаджетов, однако все еще есть любители познать мир с помощью бумаги. День печати – это праздник всех людей, которые имеют отношение к газетам, журналам, книгам и к любым другим печатным изданиям. А таких у нас миллионы. И все они делают одно очень важное дело. Поэтому я поздравляю журналистов с их профессиональным праздником. Пусть люди никогда не перестают читать бумажные газеты и книги, а ваши тиражи пусть будут самыми большими. Чтобы читатель увидел любимый номер, узнал последние новости, усиленно трудится команда профессионалов-журналистов. Для начала необходим инфоповод, затем грамотное изложение мысли, далее материал проходит через редактора, верстальщика и только после отправляется в печать. С редакцией в электронном виде и специальном формате газета поступает в типографию. Здесь офсетную пластинку вставляют в станок, на нем она проходит 3 этапа – фальцовка, печать и резка. И на выходе получается готовая продукция.
Первая газета под названием «Ведомости» вышла в свет в 1703 году. Издавалась она по указу Петра I. В ее редактировании и подготовке к печати царь принимал активное участие. Он отбирал материал, который следовало опубликовать, собственноручно справил некоторые статьи. С тех пор прошло более 300 лет. Данная сфера претерпела колоссальные изменения. Сегодня газеты больше ориентируются на мультимедийный формат. Рамзан Абуев, Салимин Мусаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. В селе Дей Шатойского района торжественно открыли газопровод протяженностью 11 километров. Ранее жители испытывали трудности из-за отсутствия голубого топлива. Узнав об этом, глава региона Рамзан Кадыров дал поручение решить данную проблему. Адам Сулейманов продолжит тему. До сегодняшнего дня жителям приходилось тратить огромные суммы на закупку дров, не говоря уже о затратах сил и времени на их самостоятельный сбор и колку. По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Шатойском районе была начата работа по газификации в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Одной из первых локаций проведения строительных мероприятий стало село Дай. Общая протяженность более 11 километров. От распределителя газ доходит до самых труднодоступных участков села, практически каждому жилью. Все, что остается хозяевам, это подключить систему дома к газовой линии. Работы были начаты в период конца июля 2022 года. Менее чем за 6 месяцев практически до каждого домовладения было проведено голубое топливо. Церемонию открытия провел сам глава администрации Шатойского муниципального района Руслан Акаев. Кадий, в свою очередь, закрепил всю важность проделанных работ с религиозной точки зрения. Коллективная дуа стала завершающим этапом мероприятия. В Шатой 38 населенных пунктов, и мы сумеем газью, харвайн махордон, тагана пачах беркатду, нах мела халухиек шберкуза и газьоч. Были обращения главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, и тут же этот вопрос уже, как мы видим, результат уже налицо. Руслан Акаев также отметил, что каждый житель может подключиться к пользованию газом. Для этого достаточно просто обратиться в администрацию и получить перечень необходимых документов. Для малоимущих же глава предложил дополнительную помощь. Разницы нету. И вопрос я буду платить, я им обеспечу полностью. Жители, которым газ уже подключили, выражают главе региона огромную благодарность за оказанную поддержку. Такая помощь им была остро необходима, особенно в зимний период года. Каждый день дак дезер, чудан дезер, татил дезер. Хинт хаш да ва амилла ва амичхан дой. Газ ю катёл бо яу хо юш деррез хил. Долло хма дел қиятам сақирта. Хажус будеш буду Рамзан қастин баркал деррез хил алла урдер. Тхонар газ яло этерна. Стоит отметить, что газификация далеко не единственные работы по улучшению сельской жизни Шатойского района. В рамках различных проектов работы будут проводиться во всех социальных сферах. Адам Сулейманов, Ислам Ибрагимов, Анзор Тураев. Вести, Чеченская Республика. Семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинематографа. Сбор уже превысили более 3 миллиардов рублей. Картина рассказывает о новых приключениях народного любимца. Подробнее расскажет Мадина Нуцалчиева. 2023 год только начался, но для отечественного кинематографа он уже стал событийным. Семейная комедийная кинокартина режиссера Дмитрия Дьяченко про всем известного Чебурашку бьет все рекорды, став самой кассовой российской кинолентой в истории. Ты что такое? Сборы фильма «Чебурашка» в российском прокате уже превысили более 3 миллиардов рублей. Картину посмотрели более 10 миллионов россиян. Нынешний «Чебурашка» – это не экранизация рассказов Эдуарда Успенского, создателя зверька неизвестной породы. У этого малыша своя уникальная история, уже полюбившаяся людям. Народный любимец и символ отечественной мультипликации предстал перед зрителями в совершенно новом виде. Вместо кукольного персонажа – пушистый 3D-зверек. А свой голос и мимику ушастику подарила актриса Ольга Кузьмина.
Это был какой-то шквал необъяснимых эмоций, потому что понять, как это будет технически, было невозможно. И более того, никто даже не мог на этот вопрос ответить. Я говорю, как мы будем снимать? Да мы не знаем, там на месте разберемся. Вот. И поэтому я даже не понимала, к чему мне морально готовиться. Но то, что эта история в принципе зародилась, и что я в ней принимала непосредственное участие, еще и в роли Чебурашки, само вот это осознание для меня очень было важное, ценное и весомое. Фильм повествует о мохнатом зверьке, проживающем в апельсиновой роще. Волей судьбы он оказывается в небольшом приморском городке, где встречает Гену, замкнутого в себе старика, работающего садовником, и его семью. Задается ли вопросом мой персонаж, кто он? Нет. Вот, может быть, зачем он? Вот этот вопрос, наверное, существует, поскольку у него не просто сложившаяся жизнь, и это замечательный момент, когда вот просто такое некое существо может повлиять на жизнь взрослых людей. Встречается Чебурашка и его новые друзья и с трудностями в виде богатой, экстравагантной тети, владеющей фабрикой по производству шоколада, и ее избалованной внучкой, которой так сильно понравился ушастый зверек. Он не продается. На протяжении фильма зрителю постепенно раскрывают персонажей, их историю, переживания и радости. Но на один вопрос герои, включая самого Чебурашку, не могут найти ответ. Кто такой этот необычный зверек? Что вот это за создание, а? Что-то среднее между попугаем и обезьяной? Папузьяна. А это-то уже логическое мышление. Роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов и многие другие известные отечественные актеры. Съемки картины проходили в Сочи, Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Подмосковье. Большое количество локаций, сценарий, напоминающий о важности семейных взаимоотношений, доброте, верности и настоящей дружбе, не могли оставить равнодушными зрителей Чеченской Республики. Много людей приходили и смотрели Чебурашку. В Инстаграме писали отзывы, что действительно хороший фильм, всем советую, для семьи и так далее и тому подобное. Мне фильм очень сильно понравился, и сыну моему понравился тоже, да, вот ему 2,5 года, ему вообще прям очень зашел этот фильм. Очень интересный такой, жизненный прям фильм, ну, веселый, моментами, да, бывает там грустный, даже был такой момент, чуть не заплакала, но в принципе очень классный фильм. Этот фильм учит тому, что нужно быть добрее, что не нужно расстраиваться, если вдруг что-то там у тебя случилось, какая-то беда, да, что семья всегда будет рядом. Насладиться доброй и трогательной историей жители региона могут еще на протяжении 2 недель. Мадина Цалчиева, Сайдамин Мусаев, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Такие события следите за вестями на официальных страницах в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.